Сегодня 7 июля. Таймер запустился. Окей. Ну что, дорогие друзья, добрый вечер всем, здравствуйте, всем желаем хорошего и классного настроения. Сегодня 7 июля 2021 года, а это означает, что сегодня мы запускаем третий сезон нашего самого масштабного онлайн-шоу талантов Татарстар. Друзья, у нас в этом году немножечко изменения произошли по сравнению с предыдущими двумя сезонами. В этом году мы немножко с таким национальным колоритом все делаем, и поэтому сезон называется Татарстар Наследие. Да. Дорогие друзья, в нашей студии сидят наши прекрасные жюри, звездные люди, классные, профессиональные, суперские, но мы познакомим вас с ними вот буквально через пару минут. Пока я с удовольствием расскажу о условиях нашего конкурса. Итак, дорогие друзья, я думаю, что по сравнению с прошлым годом вы уже прекрасно все понимаете, что нам будут присылать видеозаписи с разными выступлениями, творческими номерами, но если в прошлом году мы просто пели, и пели неважно на каком языке, на русском, на татарском, на английском, вообще на всех языках мира, то в этом году мы не стали ограничиваться только песнями, мы поем, мы танцуем, мы рассказываем стихи, монологи, делаем все, что угодно, вот проявляем свое творчество, но, опять же, говорю, с татарским колоритом. Мы поем татарские песни, мы танцуем под татарские песни, мы читаем татарские стихи и так далее, и так далее, и так далее. Короче, друзья, поэтому этот сезон будет вообще классным, суперским, и я прям ожидаю, что нам прислали заявки супер талантливые люди, которые нас сейчас, наверное, смотрят в онлайн тоже. Поэтому, друзья, если вы смотрите нас, то вот прям дома, перед экраном телевизора, перед экраном компьютера, или просто, если вы смотрите в телефон, поаплодируйте, улыбнитесь, просто пошлите какую-то хорошую энергетику нашим всем сегодняшним участникам, и просто хотим им пожелать удачи. Вот, условия какие? У нас, друзья, будет 6 отборочных этапов, после этого будет 5 полуфиналов, ну и, соответственно, масштабный, крутейший финал. И будет еще один спецвыпуск, о котором я расскажу немножечко попозже. Механика у нас очень простая, мы смотрим выступление, после этого немножечко обсуждаем с нашим жюри, что понравилось, что не понравилось, плюсы и минусы, чего не хватило, где был перебор, выставляем оценочки, и как только мы просмотрим всех наших 10 участников, после этого откроется онлайн голосование в группе ВКонтакте, Татарстар она называется, и ссылочка будет прикреплена везде, и в Инстаграме, и все, поэтому у вас будет 30 минут на то, чтобы голосовать за понравившегося участника. Ну что, я думаю, что мы можем начинать. И я с удовольствием хочу вас познакомить с нашим замечательным жюри. Поэтому, дорогие друзья, знакомьтесь. Хотя, я думаю, вы и так всех уже их знаете. Певица, бизнес-вумен, основатель бренда Гузалем, собственник 7 магазинов в Татарстане и Башкортостане, жена, мама, блогер, очаровательная Гузалем. Друзья, спасибо большое. Да. Как настроение? Халлярничек, Гузалем? Биг-шеп. Биг-шеп. Ну все, готово? Я очень рада, что присутствую в этом проекте и рада, что попала на начало. Это вот, да. С удовольствием пришла и желаю всем участникам, конечно же, удачи. Спасибо, что ты сегодня с нами, нам очень приятно, честное Вам слово. спасибо. Итак, заслуженная артистка Республики Татарстан, продюсер, композитор, художественный руководитель театра русской песни «Ворожея» Элеонора Калашникова. Добрый вечер. Желаю всем участникам удачи в таком масштабном проекте. Конечно, самое главное – это не только талант, но и большая удача. Да, Элеонора, как настроение у вас? Хорошо? У меня такое боевое. Все, боевое. Мы будем жестко всех судить сегодня. Ну да. Ну все, от Элеоноры пощады не ждите, уважаемые друзья. Ну и человек, который всем знаком уже по второму нашему сезону, это финалист и победитель второго сезона онлайн-шоу «Татарстар», солист группы «Дорогуда» Дмитрий Зикунов. Дима, ну у тебя как дела? Да все отлично. Я, наверное, больше всех с нетерпением ждал этого сезона для того, чтобы посидеть здесь, Так. в кресле жюри. И Каково чтобы... тебе, кстати, вот, по ту сторону экрана? Ну, там писать можно было, а здесь нужно будет рассказывать, и все видят, кто это говорит, поэтому очень волнительно, но я хочу пожелать всем участникам победы, в первую очередь. И, конечно же, отличного настроения. Будете просматривать сегодня свои видео. Не волнуйтесь, потому что в целом уже ничего не исправить. Уже? Ну, как бы, да, поздно уже, ребята, поздно. Вы уже прислали готовый материал, поэтому будете, так скажем, выступать с тем, что есть.
Итак, как я уже говорил, в этом сезоне у нас 6 отборочных этапов, 5 полуфиналов, 1 мощнейший финал и 1 спецвыпуск. Будут победители, естественно. Для победителей у нас есть классные подарки. Первое место это iPhone 12 Pro Max. Хороший подарок. За второе и за третье места это iPhone 12 и iPhone 11. Мне кажется, классные призы, за которые стоило бы побороться. Вот, Дима, а тебе не подарили iPhone в прошлом году? Да, мне подарили лучше. Что тебе подарили? Мне подарили съемку клипа и запись авторской песни. Так, и как? Как? Успешно все, скажи, пожалуйста. Ну да, все отлично, все супер. Ну, насколько я знаю, твой клип посмотрел уже более 180 тысяч человек. Есть успех, слушай, ну классно, спасибо тебе большое. Ну, Спасибо. Мы тебя, слушай, я не устану тебя поздравлять, на самом деле, с победой в прошлом финале, ты молодец вообще. Ты Спасибо. заслуженно, мне кажется, победил. Итак, дорогие друзья, я думаю, что мы не будем тянуть больше время, мы уже будем начинать, и я с удовольствием представлю вам нашего первого участника. Это Надима Юсупова, 47 лет, село Варламово, Челябинская область. Вот так вот я вам скажу, потому что у нас могут участвовать со всей России, возраст вообще участников не ограничен. Кавер-версия песни «Харлыгаш». Поэтому, дамы и господа, уважаемые зрители, приятного просмотра. Ну что, дорогие друзья, это была наша первая участница. Давайте поаплодируем, Да, что ли? давайте поаплодируем, естественно. Мне кажется, надо всем аплодировать, всем участникам. Так, ну, я думаю, что нужно немножко обсудить. У нас есть немножко на это время, послушать ваше мнение. Леонор, ну мы начнем с вас, наверное, вот так вот прям по очереди. Ну, просто на прошлых выпусках обычно я заключала. Скучали? Заключала. Заключали. Да, Так, да, ну. да, поменяем, да? Да, в этот раз вы будете начинать. Ну, всегда первому человеку всегда трудно выступать. Понятно, что неважно, это прямой эфир или это живое выступление. А тем более тяжело жюри оценивать первого исполнителя, потому что как корабль назовешь, так он и поплывет. Хорошо то, что исполнительница вполне свободно себя чувствует на сцене, достаточно попадает в ноту хорошо, Да. почти всегда. С голосом у ней тоже вполне. Я думаю, что для заявленной категории все хорошо. Ну, моя оценка 3. Вы сразу решили поставить оценку, да? Да. Не дожидаясь. Ладно, ничего страшного, да, мы сразу засчитаем. 3. Чего не хватило? Чего? Чего не хватило? Оригинальности. Все как обычно. Если выстроить, например, сотню исполнителей, в принципе, вряд ли вот этот исполнитель выбьется как-то какой-то харизмой или чем-то другим из этой сотни. Так, ну, спасибо, это честно, спасибо. Вот так вот и обсуждаем, все, договорились, никаких, ой, все было классно, все было супер, вообще. Нужна критика, мне кажется, нашим участникам, конструктивная критика, это очень важно. Гузалин, что скажешь? Я сразу обратила внимание на костюм, Так. так как Татарстар называется в этот раз «Наследие», участник сразу подметил это, то, что все на татарском стиле и татарский костюм. Чисто спела, позитивно спела, но видно, что это не профессионал. То, что классно поет, но поет как бы вот, как сказать, чисто для своей аудитории, там,
среди гостей, там, ну что-то среди своих, так скажем. Понятно. Вот, Так, да. на большую сцену можно ей или нет? Но можно постараться, почему бы и нет. Хорошо. Но для первого участника я считаю, что это даже очень классное Все выступление. классно. Ну, раз уж мы так пошли, то давайте сразу оценку взялим. Давай, какую? Ну, я поставлю тоже 3. Тоже 3. Да. Все, спасибо большое, спасибо. Дмитрий, что скажешь? Ну, мне кажется, артистка уже на большой какой-то сцене, судя по видео. Осталось понять, сколько зрителей в этом было зале. В целом, меня такие выступления воодушевляют, что-то такое домашнее появляется, ощущение внутри, такое комфортное, абсолютно без напряжения, с какой-то вот со своей такой присущей ей, видимо, ей харизмой это было исполнено. В целом все хорошо, я соглашусь с Элеонорой, все достаточно чистенько прозвучало. Но даже если, допустим, вокалист не профессионал, то харизма должна, наверное, выбиваться как-то. Своя природная харизма. Вот этого чуть-чуть мне не хватило. Оценку могу сказать сразу. Давай. 3. 3. Ну, слушайте, я не буду тянуть время, я тоже поставлю 3. Мне кажется, ну, все понятно. Итак, 3 человека, которые находятся в нашей музыкальной индустрии, говорят. Так, я вообще, у меня нет каких-то вариантов не верить вам и сомневаться во всех ваших словах. Поэтому я тоже ставлю 3. Спасибо огромное, Надима, спасибо большое. Да, будет голосование, обязательно зовите всех родственников, всех друзей, всех знакомых голосовать за вас. И, друзья, а также я буду вас призывать голосовать за понравившегося участника. Ну что ж, двигаемся дальше. Итак, участница номер 2. Зульфия Айтбакова, 31 год, город Тобольск. Кавер-версия песни «Жимеш Агаща». Поехали. Участница Зульфия Айтбакова. Будем аплодировать? Давай. Надо. Будем аплодировать. Так, ну я тогда предлагаю, знаете, мы будем миксовать мнение жюри. Тогда я предлагаю сейчас начать с Димы, а вы будете заключение. Да, давайте. Дима, Без итак. проблем. Давай. Ну, здесь чувствуется школа, что она была в целом. Вопрос, какая школа вокальная, но все-таки она есть. Мне в целом понравилось выступление. Возможно, опять-таки не хватило какого-то огонька внутреннего, что-то такое, что доносит именно слова и музыку до зрителя. Но в целом неплохо. В Хорошо. целом неплохо. Хорошо. Спасибо. Все, оценку пока не говори. Окей. Взяли? Мне показалось, что она как будто бы сдает экзамен в каком-то, ну вот, вокальное что-то такое. Так. Но голос очень мощный, такой прям стержень есть у нее. Если бы была немножко, возможно, другая песня, она бы еще больше открылась, возможно, харизма какая-то бы открылась. А здесь она немножко скучновата, если честно, я не люблю такие песни. Вот. Но в целом Я люблю неплохо. свои песни. Нет, я просто... Ну, максимум я еще Салават Миниханова слушаю. Ну, если уж прям вообще плохое настроение. Нет, в целом все нормально, просто мне показалось, что она как-то очень сильно серьезно настроена, ну не для того, что не покайфовала сама. Да, Вот тут вот я прям вообще соглашусь. Хорошо, Да. спасибо большое. Элеонора, ваше мнение. Так, ну, начнем с позитивных моментов, то, что у девушки хороший тембр. Так.
То, что она занимается, это слышно. То есть определенные навыки у нее есть, достаточно хорошие, но недостаточно хорошие для того, чтобы занять какую-то лидирующую позицию. Почему? Потому что, во-первых, вернемся к названию нашей темы, это Татарстан наследие, и будем судить вокал с точки зрения именно национального пения. То есть мм как таковой здесь я не услышала, хотя он должен присутствовать, да. И надо не забывать, что как бы татарская песня отличается от всех именно наличием большим богатством мелизматики. Здесь тоже как таковой не было, и как бы в голосе-то она чувствуется, что голос гибкий должен быть, но почему-то он гибкий в сторону, скорее всего, европейскую, да, какие-то такие джазовые отклонения, допустим, задержки, да, что не характерно для татарской национальной песни и даже просто для татарской песни в целом. Так. То, что человек не раскрылся, видимо, волнение сказалось, как сольного исполнителя, но она мне не интересна. Допустим, я всегда оцениваю исполнителя с точки зрения продюсера. Она мне не интересна, потому что я не увидела ни огонька, ни чего-то такого, чтобы меня задело. И поэтому я думаю, что, возможно, что татарская песня – это немножко не ее стиль. Может быть, попробовать какое-то другое направление. Это не ее направление, хотя, возможно, всегда уважение тем исполнителям, кто может на своем родном языке исполнить, неважно. Просто это дань уважения своему народу, своей нации, просто народной культуре. Но мы здесь просто оцениваем как исполнителя татарской песни все-таки. Согласен. Так, ну что, давайте выставлять оценку. Так, Руслан, я одну секунду еще хочу заметить. Мне вообще очень, когда я еще сам участвовал в том году, всегда было слушать мнение жюри с точки зрения того, над чем нужно человеку поработать, потому что любой конкурс вокальный, он предполагает с собой совет. Вот мне очень хотелось бы посоветовать поработать над звукоизвлечением верхних нот, потому что в целом, вот когда она выходила наверх в своей песне, было видно, что голос сдавленный, что она не умеет работать с этим моментом. И вот мне бы хотелось, чтобы она прокачала вот этот... Класс, очень спасибо. важный. Дим, спасибо огромное за такая критика нам нужна. Все, спасибо большое. Выставляем оценочки. Дим, ты будешь первый? 4. 4. Залим? Я также 3. Также 3. Леонора. Так. Так. Взвесив все за и против. Нет, ну тут вот с точки зрения, конечно, материала, у нее, безусловно, хороший материал, но с точки зрения интереса моего личного, да, не больше 3. Не больше 3. 3. Все, не стесняйтесь, это ваша оценка, это еще не финальная оценка нашего участника, потому что оценки жюри будут еще суммироваться с оценками зрителей, поэтому, друзья, не расстраивайтесь, если вы пока слышите только троечки в свой адрес. Я, наверное, тоже не буду оригинальным здесь, я тоже поставлю 3. Мне не хватило одной простой вещи. Вот Гузалем-то об этом сказала, что она не кайфовала, а я считаю, что артист, который выходит на сцену, он должен прям, раствориться на этой сцене и просто получать вот максимальное удовольствие от того, что он делает. Здесь же было очень зажато, очень как-то вот так вот. Поэтому 3. Все, друзья, 4, 3, 3, 3. Спасибо большое, Зульфия. Все, мы двигаемся дальше. Итак, смотрим следующую участницу. И здесь у нас уже не песня. Здесь у нас будет стихотворение, а именно 3-я участница Сания Ахмедзянова, 59 лет, город Казань, стихотворение собственного сочинения. Я не знаю, повлияет это на мнение жюри или нет. Стихотворение называется «Балам Бель». Смотрим. Сания Ахмедзянова. Балам бел. Илен, телен, динен алмаштыра. Нилер көтә адам баласы. Аңла балам, сине үзең итеп, туган телең саклап каласың. Куштым сиңа сайлап матур исем. Җисемеңә туры килсен. Милләтеңнең бер мирасы итеп әткәң, әнкәң кушкан исем ул. Заман белән бергә үзгәрә бел. Телләр ирен балам, дөнья күр. Йөз чөермә, ләкин үз телеңнән
bu vatanını satu bilen bel. Sen tuğaşta әнкәң сөті білән иреніңә тамған туған тіл. Туған тілің жойсаң, әнкәйіңне ұнытуың болар. Балам, бәй. Ну что, дорогие друзья, это была Сания Ахмедзянова, Бигзур Ахмед. Спасибо большое вам, Сания апа. Ну что, ваше мнение? Ваше мнение. Здесь, мне кажется, оценивать уже посложнее. Если Да. песня, мы видим, да, нет, то со стихотворением сложно. Гузеля, ну ты начинаешь. Давай. Да, могу начать. Мне очень понравился смысл этого стихотворения. Это было про родной наш язык. Это она говорит, не забывай наш родной язык, не предавай его. Это на самом деле, вот это сохранение татарского языка, на самом деле такая большая проблема на сегодняшний день. И сейчас мы все за то, чтобы сохранить наш татарский язык, и чтобы наши дети тоже разговаривали на нашем татарском языке. Вот, поэтому я очень поддерживаю это стихотворение и очень рада, что это она именно сама написала это стихотворение. Но моя оценка будет высокая, я вам сразу скажу. Хорошо. Ну вот как-то так. Хорошо. Дмитрий? Давай так, ты что-нибудь понял или нет? Скажи по-честному. Я сидела параллельно Да, переводила. я спросил специально для того, чтобы понять смысл. Могу сказать одно, что, наверное, стих, он так же, как и песня, очень важен в донесении слова. То есть, как человек доносит слово. Неважно, может быть, не звучать музыка на фоне или еще что-то. Но вот важно, как ты это доносишь. То есть, есть душа в тексте или ее нет. Здесь такое прочувствованное стихотворение было, действительно материнское такое, да? Я правильно же понял? Да. Вот, и поэтому здесь чувствуется душа у этих слов, что они прожитые, осознанные слова, которые она произносит. Чуть-чуть, что мне не хватило, это визуального контакта. Ну, честно говоря, мы так же, как и зрители, видим наших участников. Так. И вот хочется, чтобы мне это сказали в глаза. Да. Вот я не знаю, Она как вроде такой читала. Как... Ощущение было, Да, 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 что да. она читала. Да, вот хотелось, чтобы она произнесла мне в глаза для того, чтобы проткнуть меня вот своей вот. Хорошо. Спасибо, Дим, Мысль. спасибо большое. Леонора, что вы скажете вы? Так, ну я-то поняла Так. все, что говорят, Хорошо. потому что я достаточно хорошо знаю татарский язык. И еще два языка. Какие? Ну, неважно. Ну, скажите, пожалуйста. Неважно. Ну, Так, и я хочу сказать, что, ну, такое было ощущение, что, во-первых, это педагог, потому что человек не только владеет словом, но умеет его вот в таком форме наставления прочитать. И неважно даже, кто-то понимает это или нет, я хотела вот это еще при предыдущем комментарии добавить, что артист – это человек, который так захватывает своим творчеством, что ты не замечаешь никаких технических. То есть я всегда это говорю всем своим воспитанникам, коллегам. Допустим, если ты можешь захватить своим творчеством публику, то публике уже все равно, поешь ты хорошо, поешь плохо, попал в ноту или нет. Просто люди на волне твоего творческого подъема. Здесь, конечно, подъема не хватило. Несмотря на то, что очень проникновенный текст, и очень хорошо, что человек сам пишет, чувствуется, что она понимает, о чем говорит, как она хочет это донести. Но вот этого перепада динамики в сквозной динамике в стихотворении не хватило в чтении. Ну, это на мой взгляд, да. Поэтому, ну, несмотря на то, что я, возможно, тоже поставлю высокую оценку, но в дальнейшем, если человек пройдет дальше, хотелось бы придать своему выступлению большую публичность. Не рассчитывать на класс или 2-3 слушателя, а рассчитывать на широкую аудиторию, чтобы слово пробивало подальше. Хорошо, спасибо. Так, ну тогда приступим к оценкам. Я поставлю 5. 5. Спасибо, Дмитрий. 4. Так, Елена. 4. 4? Я тоже поставлю 4. Вот. Я не просто за вами повторяю, вы не думайте, у меня тоже есть мнение. Все, спасибо большое, семья, спасибо большое вам. Итак, мы двигаемся дальше. Четвертая участница Аделя Нугуманова. 15 лет, Йошкар-Ола, Республика Марий-Эл. Кавер-версия песни «Сарман». Слушаем. Sareman boylarında yer
Дамы и господа, это была Аделя Нугуманова, 15 лет, город Йошкар-Ола. Аплодируем. Так, ну слушайте, если где-то в предыдущих выступлениях нам не хватало энергетики, я так понимаю, то здесь ее было достаточно, я скажу так. Так, ну что, приступим к вашему мнению. Кто начнет? Так, ну, наверное, я, да, Давайте, теперь уже. Лена, Так, давайте, давайте разберемся с этим понятием кавер-версия, О, да? Кавер-версия. Я уже который раз меня это дергает немножечко, я молчу. Что такое кавер? Кавер – это взгляд исполнителя на хорошо известную песню, свой творческий взгляд, да? Когда исполнитель поет под чужую фонограмму, все как все, это не кавер-версия, просто, ну, это пародия называется. Ну, точно не кавер. То есть кавер-версию петь – это не каждому дано сделать хороший кавер. И если это получается, это просто меговый исполнитель, когда тем более он заходит. Вот. Что сказать по конкретному исполнению? Так, девочка очень старалась, переволновалась жутко. Я думала, что она не допоет. Думаю, так, было уже такое состояние критическое. Думаю, сейчас или просто закроет рот, или упадет в обморок. Допела. Ну, Молодец. допела. Адель. Это плюс. Так, мы все видели, как ты волновалась, и вся многотысячная, многомиллионная аудитория, думаю, это оценила. Но это негативно сказалось на твоем выступлении. Ну, просто очень негативно. В следующий раз, я думаю, надо как-то не так бояться. Это же просто конкурс. Все-таки ты просто исполняешь, делаешь то, что тебе нравится. Покажи нам, что тебе нравится. Так что, меня не то, что не впечатлило, немножко испугало. Я за девочку прям переживала. Так, хорошо. Ладно, спасибо большое. Так, кто следующий? Я соглашусь со многими словами Элеоноры. Мне на самом деле было очень напряжно ее слушать, потому что она сама напрягалась. То есть она не могла достать, ну то есть она доставала прям с трудом эти низкие ноты, то есть прям даже держала вот так грудь, чтобы достать эти ноты. А на высоких очень напрягалась, даже до дрожи такой. Вот, поэтому мне не очень было, во-первых, приятно смотреть на нее, как она напрягается, и, во-вторых, слушать вот прям как она напрямую прям бьет песню. Вот, немножко нумизматика она была, но вот эта душа песни, она немножко пропала в ее исполнении. Хорошо, понятно, спасибо. Дмитрий? Было легкое ощущение, вот когда исполнитель только-только берет песню, Так. он еще не знает слов наизусть, и он их читает. Вот нет свободы какой-то, как будто бы она смотрела в ноты. Я вот говорю, многие музыканты, когда раскладывают перед собой ноты, они начинают играть именно вот такими рывками. То есть они, читая, осознают. Вот посоветовать, что хотелось бы участнице нашей, чтобы она все-таки на конкурс выбирала ту песню, которая у нее лежит внутри. То есть ту, которую она уже прожила, прочувствовала и знает от А до Я. И тогда бы это не выглядело так, как это выглядело. Вот. Все Возможно, и внешне тоже, потому что было видно старание на лице. А старание на лице, мы же ее тоже лицезреем, как бы мы это все тоже заметим. Хорошо. И давайте, чтобы вы не говорили, что я повторяю за вами оценки, я первый поставлю оценку, я Так. поставлю 3. Вот. Ничего себе. Как? Сейчас мы за тобой повторим. Ну, к сожалению, у меня даже до 2 не дотянет, у меня единица будет. Хорошо, да. Ну, как нехорошо. Хорошо, это 4? Нет, это нехорошо. Это вообще нехорошо, но это ваше мнение. Так, ага, спасибо. Ну, по сравнению с теми выступлениями я ставила вот 3, да, но это было чуть хуже, да, я поставлю 2. 2, хорошо. Один я хороший, походу. Дим, давай. Ну, хочешь, чтобы мы На чьей оба ты были стороне? хорошие? На стороне зла или стороне добра? Нет, я тебя ни к чему не склоняю. То есть Ставь я такую оценку. На самом которую деле считаешь хочется, нужной. да, быть максимально конкретным, потому что Оценка. только это Дим, дает оценка. рост. Поэтому Оценка. я ставлю 2. 2. Итого 2. 2. Единичка и 3. Не благодарю. Всегда прав. Нет, ну я за то, чтобы люди стараются, и я хочу немножко самое главное поддерживать. расстраиваться. Да. Все, спасибо большое. Адель, спасибо тебе большое, ты молодец, все классно. Спасибо, что ты участвуешь, и спасибо, что ты сегодня с нами. Итак, двигаемся дальше. 5-я участница наша сегодняшняя, Юлдус Нугманова. Юлдус Нугманова, 21 год, Атнинский район, деревня Марьян. Авторский танец под песню Гузель Уразовой «Бие Эйде Ика Вас». Итак, танец, друзья. Смотрим.
Дорогие друзья, это была Юлдуз Нугманова. Аплодисменты громкие, громкие. Так, ну что, давайте послушаем, что вы скажете. Кто начнет? Так, а кто-нибудь умеет танцевать? Нет. Я могу. Мы видели, Дим, лучше не видели, как ты сейчас танцевал. Ну, раз уж давай, раз уж ты умеешь, давай тогда с тебя и начнем. Нет, у меня были в детстве, я 6 лет танцами занимался. Серьезно? Да. Какими? Народными причем, да. Да? Да. Ты народ? Ты Я, слышишь, народ- да? я народник. Так. Осталось звание получить. А что, почему забросил, скажи, пожалуйста? Вырос, наверное, Из чего? из школы, из школьных кружков, Так, а почему бы Из дальше? сапогов. из Из сапогов. сапогов. Кстати, вот это вот, Другие да, сапоги очень уже не актуально. покупали, скажи, да? Уже к 10 классу уже не влезали мы. Плохому танцору всегда сапоги жмут. Да, ладно, хорошо. Опа! Понял? Опа! И поешь ты так себе, если Вот это честно. заявочка. Нет, ну серьезно, ну ладно, нет. Чё, просто расхотел танцевать дальше, и все? Ну да, ну просто время менялось, другие появлялись Да на интересы. танцах много не заработаешь. Почему? Столько потеть сапогов, столько. Да, А вечно в причем массовке. они все общие, они изнашиваются. Ты знаешь же, Ну, наверное, понятно. театральная- Я просто не театральная ходил никогда жизнь на танцы, такая, поэтому она я тоже. не знаю, что такое. Я ребенка вожу только на танцы. Вот и не советую. А? Вот не советую на Ходить танцы. на танцы? Нет, зачем ребенка, чтобы вот он дальше. А, чтобы в смысле... Адский труд, и все живьем. Да? Ну, понятно, он захочет, перестанет ходить. Такой Не же захочет, спорт. будет. У нас тут свобода выбора максимальная вообще. Так, хорошо. Дим, тогда давай так. Давайте, Ты как да. самый профессиональный человек среди Когда, нас, да. в танцах, поэтому мы будем за тобой повторять оценки и мнения. Сначала не про танцы. Меня всегда удивляет, ну то есть у нас 21 год уже, нет самоизоляции, той, которая была раньше. Вот когда мы участвовали, мы сидели дома и записывали все дома. На улице прекрасная погода, солнце. Можно выйти на лужок, к речке, Волге, матушке и снять танец там. По крайней мере, визуально, вот то, что было бы за ней, не отвлекало настолько, насколько А отвлекало на это что ты сейчас. отвлекался? На телевизор или на цветочные горшки? Я понял, Отвлекала что... локация, которая была сзади. Да, у нее мало мебели, наверное, они ее сдвинули за камеру, я не знаю. Вот, но в целом квартира, наверное, это не тот фон для того, чтобы записать видео на конкурс. Танец, именно мы сейчас говорим про танец. Вот. В целом могу сказать по танцу. Я не профессионал, вы меня строго не судите, но я знаю, что такое народные танцы. И могу сказать, что здесь очень много еще надо трудиться, если наша участница выбирает именно этот путь. Потому что сейчас пока это на таком очень-очень любительском уровне. Даже трудно предположить, что она занимается в каком-то хореографическом коллективе. Вот честно говоря, глядя. Вот, потому что движения очень простые, а я знаю, что в татарских танцах есть куда сложнее. И Я все это вот видел, это, я да, это делал. все это взвесив, я как бы вот хотел бы сказать вот то, что я сказал. Хорошо, спасибо, Дим, спасибо большое. Спасибо. Так, Зарем. Я, если честно, тоже обратила сразу же на фон. То есть, ну неужели... Юлдуз же, да, зовут? Да, Юлдуз? Юлдуз, да. Ну неужели Этнедейн, Дематур, Урман, Фонанда нельзя было это там снять, как обычно? Вот это я понял, кстати. В общем, ну да, я соглашусь, что танец очень легкий, хотя она не двигалась как дерево, как некоторые танцуют, да, прям смотришь и думаешь, блин, нафига он пошел на танцы. Вот, но здесь у нее пластика вроде как есть, руки очень плавно как бы делают движения, но танец сам по себе очень простой, то есть я тоже соглашусь, что это не профессиональный танец, он больше любительский, как будто вот на самом деле, вот восприятие же идет с первых секунд, как будто на самом деле она просто станцевала для гостей дома. Ну, типа, вот, я умею танцевать. Вот, ну, Хорошо. вот, а так, чтобы вот прям пойти путем танцора, прям на большую сцену, я что-то такого порыва не увидела. Пока недостаточно. Спасибо большое, для Норы. Скажите вы. Так, это тот случай, когда поговорочку, которую я уже говорила несколько минут назад, можно перефразировать, что плохого танцора хорошая локация не спасет. Так. Хотя я хочу вам сказать, что танец, который исполняла девушка, очень был похож на многие подтанцовки у наших эстрадных исполнителей татарских, извините. Ну, я вот сколько смотрю, зачастую, когда исполнители наши прямо статусные даже выступают, и сзади вот эта подтанцовка, которая делает примерно такие же движения. Поэтому, господа эстрадные артисты,
задумайтесь, посмотрите, пожалуйста, назад, что делают ваши танцоры. Они танцуют примерно так же. Ну, не все, конечно, простите, но часто бывает. Вы знаете, это проблема не танцоров. Это проблема профессионалов, которые учат этих танцоров. То есть у нас нету таких хороших не то что преподавателей, наставников, что ли, я не могу объяснить, как это, чтобы все синхронно танцевали, и чтобы это были хорошие костюмы, чтобы поставить номер на премии, например, музыкальной премии, чтобы найти этих танцоров нормальных, извините за выражение, чтобы они нормально смотрелись, это очень много времени занимает. И если даже мы поставим какой-то танец, в итоге все равно ты смотришь, блин, ну не то, что ты хотела. Поэтому эта проблема не только нас, артистов. А если еще учитывать, что одни и те же Нету. танцоры танцуют у одних и тех Мы же... же не будем звать танцоров с города Москвы, правильно? Я же Тодос А не почему? могу пригласить. А почему? Потому что у нас бюджета нет такого, чтобы пригласить Тодос. Ну и надо, мне кажется, иногда выбиваться из бюджета, Коллеги, если мы хотим повышать кстати уровень. говоря, у нас есть прекрасный коллектив «Сайдаш». Мы с Айдашем каждый раз... Прекрасный коллектив. Вот и реально ребята знают, что они делают. Вот именно в татарском танце. Нет, ну на самом деле всегда проблема не в танцорах, а в постановщиках. Даже с посредственным танцором при хороших мозгах можно сделать исключительную, то есть так. И, в общем, нам тут машут уже маяками. У нас есть таблички, Прямой эфир. обсуждаем, Так, дальше абсо- едем так, и так далее. всё, Оценочки. Оценочки, ну, в общем, девочку жалко. Давайте я угадаю. 2. 2, я так и думал. Так, взяли. Моя оценка тоже будет 2. Тоже 2. Дима? Ну пусть это будет оценка на вырост. Наше жюри 2. 2. Ничего себе, оценка на вырост. Ну да. Нормально. Ты так, Когда типа, 3, там это меньше с авансом расти, когда? понимаешь? Типа 20. Когда- Хорошо, я тоже ставлю 2. Все, спасибо большое. Да, все. Юлдус, Спасибо. спасибо тебе большое. Но я надеюсь, что ты не обижаешься на комментарии, которые были только что здесь. Это все были комментарии только во благо к тому, что нужно работать и стремиться становиться лучше. 100%. Спасибо тебе большое. Итак, движемся дальше. 6-й участник Муса Гаянов. 20 лет, город Казань. Ну и вот здесь вот опять у меня написано кавер-песня, кавер-версия песни. Посмотрим. Да, а песня Ильхама Шакирова «Тыңларсыңмы яшьлек хисләремне». Смотрим. Тыңларсыңмы яшьлек хисләремне, җырларыма кушып җырласам, каршы төшмәссеңме йөрәгеңне, мәхәббәтем белән чорнасам, минем белән тормыш сукмагыннан, риза булырсыңмы үтәргә? Аерылганда вәгъдә бирерсеңме, кабат кайтуымны көтәргә? Ашкыны йөрәк көтә көндә, уртактаңнан сызлап атканы, яшьлегемне җырга салган чакта, кушылып җырларсыңмы аппагым? Кайткан чакта сарман буйларына, яннарыңда мәңге калырга. Кырык эшең ташлап кырык якка, чыгарсыңмы каршы алырга? Чыгарсыңмы каршы алырга? Друзья, аплодисменты. Муса Гаянов, 20 лет. Ну, слушайте, давайте обсуждать. Мне кажется, есть что сказать здесь. Мне понравилось. Отлично, мне тоже понравилось. Дим, тебе понравилось? Да, мне тоже понравилось. Леонор, вам понравилось? Нет, он достаточно свободно. Как-то Ну, вот, спасибо. Нормальное мнение. голос очень приятный, очень уверенно как-то себя вел, очень спокойно. И действительно, мне кажется, был кавер песни. Хорошо, Дим. Это новое поколение музыкантов, которые могут спокойно, свободно сидеть дома и подбирать любые песни и писать свои. Вот мне кажется, он пишет свои песни. Думаешь? Есть такое легкое ощущение, да. Но если пройдет дальше, мы его заставим написать.
Да. Мы в силах. В целом, да, достойное, несмотря на то, что очень простое, но очень достойное выступление было сейчас. Мне хочется ему пожелать только удачи, и чтобы он стремился и рос в своем направлении, если он выберет музыку. Спасибо, Дим, спасибо. Элеонора. Тот случай, когда дыхание Бога чувствуется с первых нот. Как ни странно, талант – это такая вещь, которая даже сквозь экран можно с первых нот увидеть и услышать. И вот этому молодому человеку Бог дал этот талант. И это тот случай, когда я не слушала его технические моменты, что-то там, хотя я это прекрасно все понимаю, разбираюсь, да. Здесь не хочется это слушать вообще и разбирать там на какие-то истины, так-то, да, не туда, не так, не сяк. Он просто вот поцеловал его Господь. А чего Повезло. можно добавить еще, чтобы было еще лучше, на ваш взгляд? Ну, исполнительское мастерство – это такая вещь, которую можно добавить любому человеку. Потому что есть технические моменты, которые только помогут человеку осуществить те мечты и те мысли, те музыкальные мысли, те нюансы, которые есть у тебя в душе. Есть люди, у которых их много, но в силу каких-то технических моментов своих, физиологических, да, они их не могут просто выразить. Но, я же говорю, когда присутствие есть, то это все равно пробивается. Все, хорошо, спасибо большое. Ну, мне тоже очень понравилось, на самом деле, это выступление, поэтому давайте мы к оценкам приступим. Дим, давай, ты будешь первый. Ну, давайте попробуем этому мальчику поставить 5 сегодня. Давайте попробуем. Кто-нибудь еще попробует пятерочку поставить? Нет, я поставлю 4, потому что я думаю, среди следующих участников будет на 9 будут сильнее. Так, хорошо. Элеонора. Я поставлю 5, потому что я как-то не люблю в сравнительной степени всегда оценивать. Вот я оцениваю конкретного исполнителя, он меня убедил на данном этапе 5. Хорошо. Слушайте, ну... Как зовут участника? Его Муса. зовут Муса. Он Муса прямо Гаянов. оправдал имя своего великого Муса предшественника. вперед. Муса вперед. Муса, от меня тебе тоже 5 летит. Все, вот так вот. Итого 5. 5, 4, 5. Вот, Гузалим, как ты только могла ему 4 поставить? Вот теперь сиди и вот живи с этим теперь, как говорится. Сиди и жди новых участников. Да. Было у нас в прошлом году подобная ситуация, когда у нас один член жюри поставил другому хорошему участнику плохую оценку. И что? И ему было очень сложно попасть в финал. Вот. Дима, помнишь такую ситуацию? Но нет, с четверкой финал легче. Четверка, все. Ладно, спасибо огромное. Муса, спасибо тебе большое. Реально было классно, мы получили истинное удовольствие от твоего выступления. Мы двигаемся дальше. Участница номер 7, Саида Дадажонова, 10 лет, город Казань. Она читает произведение Жаудата Дерзамана Бежеклер Блен Сейляшу. Слушай. Жауде дер заман. Böcekler bilen söyleşin. Şıkır şıkır şıkırtke. Severse şıkırtke. Senin gibi malaylar. Tutar kaşımalılar. Ey, kırmızka. Haller Михель тормышта. Тормаш ханса ярыса. Тик кой яктан карыса. Кайша курманга чыгып. Önüme таяк тагып. Малайлар тоздыралар. Yarışlar ızdırarlar. İlk bir yarış uydursan, uz ilerin tozdursan. Ey kubelek, senin tırmış tügerek. Tügerek, kibik indi nüderek. Tırmış ansay nişava, tik bozuldu bit hava. Darun da sibeler, ağun da sibeler, sibeler de sibeler. Bizning canlar kibeler. Uzun Mihel mübarek. Benim dünyam tügerek. Akkuşlar bitip bora. Ördekler kitip bora. Eremeler sazlıklarına kişiler titip bora. Yolgalarına kiptireler. Kırga su siptireler. Tağına da jimireler.
Taş kirpiç ittireler. Kazılmalar ezliler. Jir bilen tigizliler. Şulay dostum kubelek. Dünyam tigiz. Tügerek. Ну что, друзья, ваши аплодисменты. Саиду Дажонову, 10 лет, город Казань. Так, давайте приступим к обсуждению. Так, а давайте-ка вы первый. Давайте-ка я первый. Да. Ты меня тоже хотите послушать? Конечно. Не, мне есть что сказать на самом деле. Ну, это ваш жанр. Да? Ваш жанр, Мой разговорный. жанр разговорный. Да. Ну вот, кстати, вот с разговорным жанром ничего тут не могу сказать. И хочу сказать, что видео снято было классно. Реально, мы с вами это вот сейчас обсуждали, да, с разных ракурсов, крупнячки, все сделано классно. Кузнечиков на фон подложили, все хорошо. В общем, смотрите, есть такая штука, когда ты веришь человеку или не веришь человеку. И так как ей 10 лет, можно списать немножечко вот это вот отыгрыш, который был немножко, наверное, неоправданный. Переигрывание, так скажем. Переигрывание было. Очень вот прям вот старалась прям донести вот так вот все. Мне кажется, надо было чуть-чуть поменьше этого, и тогда это было бы лучше. Потому что перебор это тоже не очень хорошо. Вот. Это мое мнение было. А так, неплохо. Сразу оценку поставить? Да, спасибо, и пойдем дальше. Нет, ну давайте Москву послушаем. Нет, почему? Мне тоже понравилась режиссерская работа какая-то поставлена. То есть она не только просто стояла и рассказывала, и не только были там разные ракурсы, она еще показывала, то есть она прям в ходе стихотворения показывала, Персонажи, да, кузнечка. да, с кем она разговаривала, то есть героев показывала. То есть это тоже плюс, молодец. И достаточно эмоционально рассказывала, судя, что это ребенок, как бы я поставлю хорошую оценку. Хорошо. Молодец. Вот, кстати говоря, переигрывание, Да. неосознанность прочтения, это свойственно в основном детям. Ну, я Да. сказал, что да. Да, то есть они не понимают еще вот этого момента, вот этой грани, где натурализм идет. То есть те дети, которые играют все очень хорошо, без перегиба, они в кино снимаются в целом. А вот дети в основном, они как бы вот имеют такую немножко форсированную модель прочтения. А что могу сказать? Девочка очень хорошая. Вот в ней чувствуется, что она очень добрая сама по себе. Потому что в том, как она излагает, вот чувствуется вот такая какая-то вот душевность, что ли, я не знаю. Это уровень ощущений. Потому что я никогда стихи не оценивал, поэтому буду оценивать их в таком формате. Вот, и могу сказать, что в целом мне понравилось. Мне понравилось. Вот Хорошо. как бы в совокупности факторов, да, хорошо сняли, сюжетно, прочтение. И то, что это... Сколько ей лет? 10 лет. Да, 10-летний ребенок, в целом мне понравилось. Хорошо, Дмитрий, спасибо тебе большое. Спасибо. Леонора? Но мне кажется, что вот эта креативная находка с картинками, Так. она сыграла злую роль, так сказать, в данном сюжете. Потому что девочка показывала картинки, а на ее актерской игре это не сказывалось. То есть задача актера и без картинок так рассказать, так подать слово, чтобы мы могли силой своей фантазии, благодаря ее голосу, визуализировать у себя внутри то, что она рассказывает. Да? А здесь вот эта визуализация, она не помогала ей. Вот, Хорошо, это прям она, противоположно. это как бы произошла сублимация своего рода, когда мы подменили желаемое на действительное. Так. И я хочу сказать, что здесь четко видно, что с ребенком работали, и то, что она делала, это не ее подача материала, это чья-то подача материала. Поэтому, потому что в 10 лет уже вот ребенок может сознательно выдавать эмоции свои. А здесь они немножко такие, девочка, видимо, отличница, Так. она очень прямо все сделала хорошо, молодец. Все смонтировано классно, картинки классные, все сделано классно, но это вот работа не вот это того, кто снимал. Закадровая работа. Ну, понятно. А на кадр это вышло так немножко у доски. Мгм. То есть не хватило ее каких-то вот как раз таки Ее не внутренних- хватило. Да, ее самой. Ее Вот самой, согласен. в этом нет ее самой. Окей, хорошо. Тогда давайте оценочки ставить, Дмитрий. Я поставлю 4. Хорошо, Гузаля. Я поставлю 5. Так.
Я поставлю, пожалуй, 3. Я знал, что вы взяете. Ну, я плохой полицейский. Ну да, смотрите, если мы оцениваем, ну, грубо говоря, уже, вы хоть и не любите сравнивать, но мы же должны понимать, что кому-то мы уже выставляли оценки и так далее. И есть люди, на фоне которых она, наверное, будет смотреться менее выгодно, может быть, вот так вот. Поэтому я тоже не могу поставить 4, я поставлю 3. Вот так. Вот. Спасибо тебе большое. Спасибо большое, Саида. Вот, ты молодец в любом случае, что участвуешь. И просто стараться надо лучше, больше, и тогда все обязательно получится. Все, двигаемся дальше. Участница номер 8. Гульфия Назарова. 18 лет, Республика Башкортостан, город Салават. Кавер-версия песни Алсу Абульхановой «Жаным». Смотрим. Айлы түнде йылдызларны санап, сандугачлар сайраганын тыңлап, синең белән бергәләп җырлап, бик тиз атты таңнарда. Таң алдында бер йылдыз атылды, аңа безнең теләкләр кушылды. Әйтелмәгән серләрем ачылды, иң якты таңнарда. Жаным, җаныкаем дип туктатылы, иренеңнән үбеп сине, яратам инде дип дәшәсем килә. Бәгырем, бәгыркәем дип кайнар, куеныңда эреп сине, яратам инде дип дәшәсем килә. Ну что, давайте поаплодируем. Гульфия Назарова, 18 лет, Башкортостан. Так, ну что, а можно я первый скажу, да, чтобы тоже чтобы за кем не повторяться Понравилось, и так да, далее? В общем, нормально, хорошо, но для меня это было как вот, типа, ты едешь в машине и вот включаешь радио фончиком, просто, и там очень много такого материала идет, песен, которые, ну, никаким образом не цепляют, ни исполнение, ни там сама песня и так далее, и это просто фончиком. Вот это вот какое-то вот мое мнение, не знаю, так. Поэтому, ну, от меня точно хорошая оценка. Простите. Ну так, друзья, у нас конкурс называется «Татар Стар». Так. Он сам по себе задает формат исполнения, формат подхода к конкурсу. Ты должна быть как звезда. Не как вот одна из многих, из тысяч, из миллионов, которые снимают себе на телефон и выкладывают вот для того, чтобы все подружки посмотрели там тиктоки туда-сюда. Вы смотрите всегда? Нет. Нет, я нет. Почему? Ну, Заведите аккаунт, там прикольно. нет, у меня, во-первых, нет времени. Да, согласен. А во-вторых, я считаю, что звезд можно знать и без ТикТока. Да, хорошо, да. Ну, я лучше книжку почитаю. Согласен. И понятно, если человек претендует в таком конкурсе с таким названием «Татар Стар», да, на то, чтобы действительно стать одной из стар, то тут должно быть хотя бы звездная пыль должна быть. В данном случае ну, я не увидела ни блеска, ни какой-то харизмы исполнительской. Да, девочка поет, почти во все ноты попадает. Мелизматика есть, голос гибкий. Вот Башкирия всегда славится хорошими гибкими голосами, да. Но на то, чтобы выйти за пределы караоке или видео для подружек, это не претендует. Хорошо, спасибо большое. Золя. Если честно, сложновато мне что-то сейчас говорить, обсуждать. Вообще девушка сама симпатичная. Самое главное. Это такой 90% успеха, Это нет? 90% успеха, я вам точно говорю. У нее голос есть, она умеет петь. Она умеет петь. И вот это видео, это для нее... Ну, блин, я даже не смогу сформулировать свою мысль. Ей надо как-то вот в другом формате немножко. Не вот такое видео, а, возможно, как-то надо на сцене. Я вижу ее как-то более ярко. Яркое видео, яркая песня. Сама она очень красивая. Но в ней есть потенциал. Я почему-то увидела в ней потенциал. Ну, пока буду думать про Хорошо, оценку. ну до оценки. Хорошо, спасибо большое. Дмитрий?
Есть такая категория участников, ну, они есть на всех конкурсах, которые отправляют, и может прокатит. Так, было Вот. ощущение такое, да? Было ощущение такое, то есть, когда ты заявляешься, вот наглость в хорошем смысле слова, творческая наглость, ее чувствуется. То есть она чувствуется, когда человек хочет обладать ситуацией. То есть он транслирует, и он говорит: слушайте, любуйтесь мной, да, как я красивая там и все остальное. А я вам спела песню, вот пройду, не пройду, пройду, не пройду. То есть вот читался такой вот посыл. Ну Немножко. понятно, типа прокатит, не прокатит. Да, Да, прокатит. почему бы нет, я просто попробую. Не факт, что я очень хочу, но как бы было неплохо. Да, Что-то из получилось. плюсов могу в том числе и как бы в назидание последующим участникам сказать, что старайтесь все-таки, да, действительно смотреть в камеру при исполнении, потому что мы чувствуем энергетику глаз. И это очень важно именно для оценки вас как исполнителей, поэтому хочется вам пожелать, вот, чтобы вы все-таки нас покоряли своим талантом, и тогда он будет заметен, и тогда вы победите. Хорошо, давай, Димтас, с тебя и начнем по оценкам. Что ставишь? Я поставлю 3. Отлично, Гузалем. Да, я тоже поставлю 3. Так, Элеонора. Я вот прежде чем оценку выставлю, еще 2 слова добавлю, пока нам табличку не показывают. Сейчас покажем, подождите. Друзья, вот посмотрите, как готовятся к конкурсам дети. И какие требования у нас стоят в листочках у жюри, когда мы сидим, да? Это сценическое воплощение человека, актерское, понятно, что интонация, подача, там, так и далее. Ну, то есть, когда ты участвуешь в конкурсе, у тебя у всех должно быть такое ощущение, что ты участвуешь в конкурсе, а не просто так дома, между делом, там что-то варится тебе, и ты быстренько спел в телефончик свою песенку. То есть я за то, чтобы конкурсное выступление было достойное. Тогда у нас действительно будет Татарстар, не просто конкурс среди домохозяек. Это тоже хорошо, но мы же задаем тон, вас же смотрят, вы же хотите, чтобы на вас, сейчас табличку мне будет показывать, чтобы на вас смотрели. Делайте конкурсные номера, у всех же есть телевизоры, вы же видите, как люди готовятся. Должен стоять фильтр, опять-таки, не от них, а от тех, кто принимает эту работу сейчас. Ну, ведь у каждого есть какая должна быть самооценка того, что он выдает. Я, например, никогда не покажу людям песню, которую я пишу, мне она не нравится, я никогда не покажу. А люди могут показать все свое белье вытащили, показали. Выбирайте. Ну, мысль понятна. А, Гузалем, тебя мы вряд ли больше пригласим. Если ты так говоришь, что тут отбирают не очень. Я шучу, ладно. Нет, у конкурса есть определенные критерии, Да, правила. согласен, да. Наверное, да, они да. были, а почему Не тогда знаю. приняли? Я тоже в этом не участвовал. Вот, в отборе. Ладно, давайте оценочки. Какую вы оценку ставите, скажите, пожалуйста. Так, у нас пока 3-3. Я тоже 3 закину, сразу говорю. Так, и Давайте я поставлю 2. 2. Ого, вот так вот. Ну, Гульфия, 2 тебе. Вот, но ты не расстраивайся, ладно? Я думаю, что тебе сказали очень много чего полезного, поэтому ты просто прислушайся к этому и... А нам можно участвовать дальше, если вот, один разочек мы уже поучаствовали, мы можем еще раз прислать? Нет, к сожалению, не можем. Вот, Гульфия, прости. Но на следующий год обязательно. Все расстроились. Все, спасибо большое. Итого 3, 2, 3. Спасибо огромное. Итак, двигаемся дальше. 9-я участница Ольга Мамина, 11 лет, город Челябинск. Вот здесь вот сейчас будет хип-хопчик, друзья, под татарскую песню татарки Алтын. Поэтому давайте, надо посмотреть, мне кажется, и потанцевать даже. Вот. Дим, давай, ты будешь оценивать танцы. Поехали.
Друзья, давайте аплодировать. Громко-громко. Ольга Мамина, 11 лет. Город Челябинск. Вот так вот, вот так вот. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Так, ну что скажете, Оля? Версия в Кремле, в Казани. Хочется свадьба. что-нибудь послушать, конечно, да. Ну, девочка хорошая. Так. Тот случай, когда я не злая. Конечно, смутили ее балетки. Все-таки жанр танца предполагает хорошие кроссовочки, такие тяжелые, какие-то штанишки с дырочками, как вот Да, вот такие. Можно такие делать только. кепочку, что-то там такое, чтобы было отвязный такой лук. И тогда бы харизма было бы еще больше. Но она сама по себе харизматичная. Хотя вот многие вот то, что она делала на полу, я бы убрала, потому что она это портила ее танец. Так. Для ее возраста, для сольной номинации вполне себе нормально. Хорошо. Ну, то есть, вас отвлекали белые балетки с розовыми бантиками. Нет, они меня не отвлекали, ей не прибавляли харизмы. Окей. Они Ну, не образ меня должен отвлекали. быть Да. законченный, если мы опять же Да. участвуем, говорим в конкурсе. Да. Хорошо, спасибо большое. Они Гузяля. не давали стилю дойти до точки. Согласен, согласен. Гузяля. Я обратила внимание на эмоции девочки. Она была очень серьезная, серьезно настроена, двигалась она хорошо, но мне не хватило эмоций именно в лице. Вот. Не сыграла этот танец именно мимика. То есть не хватило мне, А короче. хип-хоперы не все отмороженные какие-то. Не знаю. В Если хорошем честно, смысле этого слова да, надо всегда как добавлять в правило, конце. В да. хорошем смысле этого слова, чтобы никого не обидеть. можно придраться к контенту, который отправили, то, что не в таком фоне и так далее. Но девчонка хорошо двигалась, в принципе, неплохо. Хорошо. Дмитрий, пожалуйста. Ну, у меня как будто бы чуть-чуть созрело противоположное мнение. Как раз мне понравилось то, что она отыгрывает лицом, то, что танцует. Это в первую очередь говорит о том, что она ходит на танцы сама. Ну, то есть она хочет сама ходить на танцы. Ее не То есть заставляют. это не частая история, когда родители отводят туда, куда не хочет ребенок. Она занимается прям то, чем любит. Вот. Это мне в ней очень понравилось, потому что в этом сразу живость какая-то появляется визуальная. Вот. И правдивость, опять-таки. Поэтому мне понравилось, как она выступила. Она наверняка в Челябинске живет, да, раз она из Челябинска? Скорее всего. Или сюда- Так написано или здесь, сюда Челябинск. приезжала. Скорее всего, она из Челябинска, значит. Вот. Хотелось То бы есть ты что, я не видел труп, типа, за окном заводских каких-то, поэтому ты говоришь? Уф, хорошо, что ты сказал заводских, я прям напрягся. Нет, я имел в виду трубы, Да. которые вот такие, из которых выходит дым. Суровые челябинские Трубы, девчата. да. Вот. Поэтому хотелось бы природы, повторюсь, потому что это важно и для следующих участников, кто будет отправлять заявки. Имейте в виду красочный костюм, даже повседневный, но яркий. Ну, либо не природу, либо хотя бы студия танцевальная, куда Да ходит, даже чтобы добавить тоже. самая там Студия, креативная стена в ее городе, Стена, исписанная там в граффити. Окей, это добавило бы, да, придавало зрелищность. бы вот, настроение того, что она исполняет. И вот поэтому хочется всем в лице данной участницы пожелать, чтобы именно так подходили к вопросу съемки видеороликов своих. Хорошо. А девочка молодец. Спасибо большое, спасибо. Итак, давайте к оценочкам. Элеонор. 4. 4. Тоже 4. 4? 4. Ну, слушайте, ровненькие оценочки. 4, я тоже ставлю 4. Это, мне кажется, первый раз, когда у нас мнение, да, сошлось? Или нет? Или мы там на троечках тоже? Или нет? Кто-то двоечка. Ура. Первый и последний. Первый и последний, да. Ну что, Ольга, спасибо огромное тебе. Ольга Мамина, 11 лет, город Челябинск. Мы только что посмотрели ее хип-хопчик. И последний на сегодня участник, номер Уже 10. Заключительный. Заключительный. Что значит заключительный? Что-то последний. А почему бы и нет? Ну, на сегодня же он последний. Или вдруг- вы суеверные тоже? А вдруг мы споем? Ну, мы же не в зачет сегодня, Тем более. если даже нас... Вы же говорите, там отдельная номинация какая-то. Ну скажи, к сожалению, что всем угодно. Заключительная участница с кавер-версией. Какой-то упрямый. Итак, участница номер 10, давайте мы скажем так. Айгуль Зарипова, 24 года, Алексеевский район, село Белярск, композиция и Туан Тель. Смотрим.
24 года, Алексеевский район и Туан-Тель. И что скажем мы? Я вообще считаю, что это было самое мощное выступление среди всех вокалистов. Так. Вот. Но это не эстрадный вокал, точно. То есть это более академический, опера, что-то такое. Вот. У меня такие впечатления, вот я ее послушала, когда я поступила в Институт культуры к Венере Ганиевой. Ты сама поступила, скажи честно? Да, я закончила Хорошо. 2 экономических образования, потом пришла на культуру. Вот. И уже на 2-3 курсах девчонки вот пели, уже там занимались у нее. Я зашла и думала, вообще, мне вообще надо на сцену идти? Нет, ну то есть такие там голоса, прям я просто была очень сильно восхищена. И вот я сейчас сидела, слушала и восхищалась ее прекрасным голосом, вот честно. И еще она так заигрывала глазками, смотрела на камеру. Вначале, конечно, отвлеклась, но потом уже все, влилась в песню. Мне понравилось, я поставлю ей сразу 5. То есть вот так вот сразу? Да. Хорошо. А мне вот знаете, какой вопрос интересен? Вот сейчас, Дмитрий, Леонора, вы скажете или нет? Соответствует ли вот это произведение вот такому исполнению? Ну, то есть это как Конечно, смотрится, соответствует. гармонично или нет? Или что-то выбивается как-то из шаблонов, может, в голове, который есть? Леонора, что скажете? Но вот это исполнение, которое мы слушали, можно по-другому. Вот, бывают же титры, вот видео в Ютубе, такие Да. захватывающие подписи, Ага. чтобы люди смотрели. Я бы написала так: смотрите, как я могу. Так. Но Туан-Тель — это не та песня, чтобы показывать свои вокальные данные, вот именно в ключе академическом. Там все хорошо видно, что с человеком занимаются, что у нее есть азы, там до оперного пения там далеко, очень далеко, десяток лет как минимум. Стремится, да. Ну, видно, что с человеком занимается, что у нее какие-то есть элементарные навыки, направленные именно в академическую сторону, но это не для этой песни. Ее любят миллионы татар именно за мыл, за то, что она доступна пониманию и осознанию этой песни. На мой взгляд, если бы первоисточник спел в таком виде, то Туан-Тель вряд ли бы его пели. Потому Так. что ты не чувствуешь вот самой песни, ты думаешь, причем вот она так заигрывает в камеру, она вообще понимает, о чем она поет? Как будто она поет про себя. Ну, как бы неуместная подача материала по технике и по внешнему проявлению. Неуместная. И, естественно, не соответствовала ее кофточка этой песни. Кофточка проводницы как-то меня вообще обескуражила. Так, хорошо, хорошо. Так, Дмитрий. Два противоположных мнения, опять же. На чьей стороне интересно. будешь ты, или у тебя есть свое? Ну, это самое главное, когда жюри смотрит не только в одну сторону, а когда с разных сторон может обойти ситуацию. Покусать. Да, покусать. Ну, что могу сказать? Я увидел это больше, наверное, кавер на академическое исполнение. Так. Если это так можно назвать. Потому что Не знаю, по поводу каверов у нас Леонора разбирается. Я ничего не буду говорить по поводу каверов. Мне кажется, что либо она учится еще только на это, только начинает, либо она хочет так петь, но не учится на это. Но что-то в этом не то. Ну, то есть что-то в этом не так. Зарыто, какой-то подвох зарыт. Потому что я тоже, когда сосредотачиваюсь, например, я могу исполнить там академическим вокалом что-то, но это будет так же выглядеть, что я стараюсь это сделать больше, чем я это внутри умею делать. Вот этот момент был прослежен мною. И, может быть, мне показалось, но как будто бы у нее есть небольшие проблемы с дыханием. Но эта песня очень длинная по дыханию. Да, Там и реально вот нужно владеть постоянное этим, да. Передергивание дыхания. передергивание как раз говорит о том, что дыхание еще не сформировано. То есть, если она учится где-то, то ей нужно обратить внимание на то, как она сначала дышит. Ну, то есть, ей нужно правильно поставить дыхание. Ей не хватает воздуха на такие лирические, долго исполняющиеся песни. Фразы. Хорошо, спасибо. Я просто почему спросил, соответствует ли песня и исполнение. Вот, у меня было какое-то немножко,
Дисбаланс. рассинхрон, так скажем. То есть песня действительно прекрасная, душевная, и стихи, и все. Но вот так вот, когда мне по чесноку не очень понравилось. Вот так вот. Поэтому можно я первый поставлю оценочку, опять не ожидая от вас. Где-то, наверное, вот опять же, троечка. Вот так вот, не больше, к сожалению. Да, я тоже поставлю 3. 3, Я уже сказала, я ставлю 5. 5 и... Я поставлю 3. И ты поставишь 3. Итого 3, 3, 3, 5. Прекрасно. Спасибо огромное, спасибо огромное. Айгуль Зарипова, 24 года, Алексеевский район, село Беляс. Бик Зур Рахмет. Так, ну что, дорогие друзья, мы отсмотрели всех наших 10 участников. Как вообще, в принципе, ощущения от всей десятки? С меня начнем. Ну да, прям буквально пару слов, много не нужно. Ну, я хочу повториться, что для всех следующих участников, чтобы они более критично подходили к своим конкурсным работам, чтобы это было приятно посмотреть не только им, но и другим. И надо посмотреть на свои работы не только с точки зрения подбора репертуара, конечно, да, надо быть более оригинальными, допустим, да, подбор фонограмм, подбор локации. Все-таки 21 век, друзья, все мы умеем выбирать эти локации, подбор внешнего вида, как ты себя позиционируешь, потому что когда ты просто сам для друзей, еще раз говорю, это видео для друзей. Большая часть которого видео мы сегодня пересмотрели, это было видео не конкурсное, было видео для друзей. Я считаю так. Я бы многих даже на просмотр не допустила. Хорошо, спасибо, спасибо. Взяли твои ощущения от увиденного. Я соглашусь, что надо готовиться более серьезно. Скажу, что если вы хотите стать артистом, вы всегда во всех ситуациях, в любом месте должны безупречно выглядеть. То есть, начиная от внешнего вида, заканчивая жестами, опять-таки это локация, где вы все это снимаете, как вы себя представляете. Это очень-очень важно, потому что самое первое впечатление идет первые 3-5 секунд. Вот мы на вас смотрим, и потом складывается ощущение, хотим мы это дослушать или не хотим мы это дослушать. Профессионал ты, не профессионал, это не важно. Главное, чтобы ты дал понять, чтобы в тебя поверили, вот в тебя хотели слушать, хотели на себя смотреть. Вот. А вообще к конкурсам вообще сама относилась очень позитивно, спокойно, то есть никогда, если даже мне жюри ставило не совсем справедливые оценки, которые бы мне хотелось бы, я никогда не расстраивалась, потому что я понимала, что это мнение каких-то 4 людей. У всех разные вкусы, у всех разные взгляды, а вообще публика, возможно, это не твоя публика сидит сейчас вот здесь. Вы можете найти потом своего зрителя, вас могут поднять эти зрители, слушать вас, поэтому никогда не расстраивайтесь. Конкурсы — это да, классно, надо участвовать, надо себя в чем-то проявлять, это какой-то этап в жизни, маленький или большой. Но надо быть, мне кажется, готовым к тому, да, что все равно, ты услышишь немножко критики в свой адрес. В общем, вот хорошо, Дим, тебя мы послушаем попозже, спасибо. Ладно. У нас еще будет время, спасибо. Да, ты у нас подытожишь вообще все сегодня. У нас готова табличка с нашими оценками, с теми, которые мы выставили всем нашим участникам. Поэтому, дорогие друзья, внимание на экран. Она появляется. И вот, соответственно, наша табличка. И хотелось бы, что там... да. Поэтому, друзья, вы видите... Продиктуем еще разочек. Все, участница номер 1. Надима Юсупова 12 баллов. Зульфия Айтбакова 13 баллов. Сания Ахмедзянова 17 баллов. Адеря Нугманова 8 баллов. Юлдус Нугманова 8 баллов. Муса Гаянов 19 баллов. Саида Дедажонова 15 баллов. Гульфия Назарова 11 баллов. Ольга Мамина 16 баллов. И Айгуль Зарипова 14 баллов.
Итак, это пока еще не итоговый результат, потому что прямо сейчас мы готовы будем объявить старт голосования в нашей группе ВКонтакте Татарстар. Сейчас там будет пост, и вы сможете проголосовать только за одного участника. Если вдруг, если я сейчас не ошибаюсь, меня могут поправить, если вдруг вы проголосовали не за того участника, вы можете отменить голос и проголосовать за того участника, за которого хотели. Поэтому, дорогие друзья, если мы готовы сделать обратный отсчет. Давайте 5, 4, 3, 2, 1. Все, поехали. Пост ВКонтакте. Голосуем. Призываем всех друзей, знакомых голосовать. Ровно 30 минут у вас на это есть. Топите, топите. Да, топите за своих, абсолютно верно. И всем мы, конечно, желаем удачи. Соответственно, да, я расскажу прям буквально 5 секундочек, как у нас выставляются оценочки. Каждому присваивается балл. За каждый голос равно 1 балл. И по итогу, например, человек, который набирает 100 баллов, у нас есть человек, который набирает там, самое минимальное количество 1 балл. И мы вот распределяем. Человек, который набрал самое большее количество баллов, он занимает первое место в голосовании среди зрителей, да, соответственно, потом второе, третье, четвертое, пятое и так далее, и так далее. И все это суммируется с голосами нашего жюри. Ну что, друзья, голосование, а я, наверное, предлагаю еще разочек посмотреть на всех наших участников. Не полное выступление, ну а такие вот коротенькие отрывки. Смотрим. Соня Ахмеджанова. Балам бел. Илен, телен, динен olmuştur. Neler küte adam balası. Аңла балам, сине үзең итеп, туган телең саклап каласың. Куштым сиңа сайлап. Тыңғырсыңмы яшьлек хисләремне, җырларыма кушып җырласам, каршы төшмәссеңме йөрәгеңне, мәхәббәтем белән чорнасам, минем белән тормыш сукмагыннан, риза булырсыңмы үтәргә? Жәүдәт дәр заман,
böcekler bilen söyleşu. Şikırt şikırt şikırtke. Sinirlerse şikirte. Senin kibik malaylar tutarga şamalaylar. Ey kırmızka kırmızka. Haller nihel durmuşta. Tarmaş hansı yarıysa. Tik koy yaktan karıysa. Kayşa kurmanğa şığıp. Önüme de yak tağıp. Malaylar tuzdıralar. Aylı tünde yıldızlarını sanap, sandıgaçlar sayrağanın tığılap, senin bilen bir gelip jırılap, bikti zatı tanlarda. Taң aldında bir yıldız atıldı, ona bizning tilekler koşuldu. Eytilmegen sirlerim açıldı, en yaktı taңlarda. Друзья, вот мы еще разочек посмотрели всех наших сегодняшних участников. Больше всего, ну и просто, я не знаю, всех своих друзей, знакомых просите, чтобы тоже они голосовали. И, конечно, дорогие друзья, мы никак не можем обойтись без сюрприза, так же, как и во втором сезоне, во время того, как идет голосование, для того, чтобы ваше голосование происходило еще интереснее, веселее и с хорошим настроением. К нам приходят прекрасные артисты, за что спасибо им огромное, и готовы сегодня подарить вам сегодня несколько хороших, классных, красивых песен. Поэтому, дорогие друзья, приветствую заслуженная артистка Республики Татарстан, автор-исполнитель Нурзада. Исәмсез? Хәлләрегез ничек? Аллаха шükür. Ничего, ребят, как говорила у меня бабушка, алдагил, артта шашак. Вот. Бик яхшы, алаймгаш бик яхшы инде ул. Да, Нурзада, ну что ж, у вас сцена ваша, пожалуйста. Вот там наши зрители, они все будут рады, несомненно, вас увидеть, послушать ваши песни. Поэтому все, дорогие друзья, громкие аплодисменты перед экранами, перед телефонами. Специально для вас сегодня Нурзада. Поехали. Рәхмәт бик зур. Сезнең өчен үземнең иң матур җырларымны башкарып үтәсем килә. Гөлфия Пашакирова сезләренә язылган җырым Алтыным син. Бер-беребезгә гел матур сүзләр генә әйтеп яшәргә бу дөньяда, дуслар.
Arasında saf mehabbet sönmesin. Kişi sözü gülleşüler aramızda yürümesin, aramızda yürümesin. Altınımsın, gümüşümsün, haylegerim şayanım. Ömürlüke yormaydım, sinirgimde soyladım. Altınımsın, gümüşümsün, haylegerim şayanım. Ömürlüke yormaydım, sinirgimde soyladım. Tanışalım bir sirek, hiç yüzüne uğram bakmayayım. Tanışalım bir sirek, ikisine gene güdemi bir жылы sözün gerek. İkisine gene güdemi bir жылы sözün gerek. Арашым жерге тігілген қойғылы уақыт демек. Арашым жерге тігілген қойғылы уақыт демек. Көзлерім yılmayсын үшін бір жылы сөзің керек. Көзлерім yılmayсын үшін бір жылы сөзің керек. Şanılanam, мұңсуланам, сағынам болса керек. Ой, шаныланам, мұңсуланам, сағынам болса керек. Яңарып қабаныр үшін бір жылы сөзің керек. Яңарып қабаныр үшін бір жылы сөзің керек. Үшін бір жылы сөзің керек. Яңарып қабаныр үшін бір жылы сөзің керек. Ikisini gene güdemi bir жылы сөзің керек. Bir жылы сөзің керек.
Сезнең игътибарыгызга хәзер инде өр-яңа җырларның тагын берсен җырлап үтәсе килә. Илмира Җәлилова сүзләренә язылган җырымынсы бәхет көтә дип атала. Һәрберебезне дә бу тормышта, алдагы көннәребездә дә, алдагы елларыбызда, атналарыбызда бәхет көтеп торсын барыгызда. Чын күңелдән бәхет теләп башкарып үтәсем килә шушы яңа җырларның берсен. Рәхим итеп тыңлагыз. Яшәсәң дә үтә, ул да безне яңа табыш барымыш көтә. Гомергәйләр ничек кенә яшәсәң дә үтә, ул да безне яңа табыш барымыш көтә. Һәр эшебез, гамәлебез яхшылыкка илтә. Ышаныгыз, ул да безне бары бәхет көтә. Һәр эшебез, гамәлебез яхшылыкка илтә. Ышаныгыз, ул да безне бары бәхет көтә. Тормыш ваклыклар өчен сакламагыз күпкә. Бүген авыр, иртәгә булыр җиңел күпкә. Тормыш ваклыклар өчен сакламагыз күпкә. Бүген авыр, иртәгә булыр җиңел күпкә. Һәр эшебез, гамәлебез яхшылыкка илтә. Ышаныгыз, ул да безне бары бәхет көтә. Һәр эшебез, гамәлебез яхшылыкка илтә. Ышаныгыз, ул да безне бары бәхет көтә. Biz яшьләрбез әле, янып киеп, шашып сөеп, без яшәрбез әле. Гомер мизгел яшьләрдәй, без яшьләрбез әле, янып киеп, шашып сөеп, без яшәрбез әле. Һәр эшебез, гамәлебез яхшылыкка илтә. Ышаныгыз, ул да безне бары бәхет көтә. Һәр эшебез, гамәлебез яхшылыкка илтә. Ышаныгыз, ул да безне бары бәхет көтә. Һәр эшебез, гамәлебез яхшылыкка илтә. Ышаныгыз, ул да безне бары бәхет көтә. Һәр эшебез, гамәлебез яхшылыкка илтә. Ышаныгыз, ул да безне бары бәхет көтә. Ышаныгыз, ул да безне бары бәхет көтә. Ышаныгыз, ул да безне бары бәхет көтә. Сквозь ваши камеры, смартфоны, гаджеты поаплодировать заслуженной артисткой Республики Татарстан Нурзада. Рахмет. Бигзур рахмет. Всегда рады вас видеть. Вопрос один. Как вам наша обновленная студия? Прекрасно. Бик матур. Миңа бик ошый. Бөтенләй бу шундый матур бер залда, сәхнәдә кебек иттереп хис иттем үземне, шуңа күрә. Бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Рәхәтләнеп килербез, Алла бирсә. Алла бирсә чакырсагыз киләбез. Тагын без сезгә бик зур рәхмәт. Нурзада. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Ну что ж, дорогие зрители, у нас продолжается зрительское голосование, поэтому можете там нажимать, выбирать своего любимого, а кто вам, вернее, как любимого. Вы, наверное, вряд ли успели к нему привыкнуть, но тем не менее, кто вам больше всего понравится. Там нажимайте лайки, отправляйте друзьям, если кто-то вам подошел больше. Мы продолжаем наше голосование. Что же, мы напоминаем, что это второй сезон, и его отличительная черта от первого.
Третий сон, его отличительная черта от первого, в том, что у нас здесь все должно быть только на татарском языке. То есть, если вы поете на татарском языке, если вы танцуете, то только под татарскую песню, если вы читаете стихи, то исключительно все это делаете на татарском языке. Ну что же, до завершения нашего голосования остается буквально, сейчас мне подсказывают, 18 минут, поэтому вы еще можете успеть пройти, зайти в нашу группу ВК, зайти, проголосовать, выбрать. Надеюсь, вы запомнили тех, кто вам понравился, может быть, кто-то по душе, может быть, вам по душе танцы. Ну что же, а самое главное, что у нас будет огромное количество таких концертов. У нас сегодня там 1, 2, 3, 4, в общем, 5, 6. Я искренне надеюсь и искренне верю, потому что каждый из вас сможет найти вашего любимчика. Ну что же, переходим к нашему голосованию. Сейчас мне, наверное, можно посмотреть, заглядеть, кто же и как там у нас голосует. А что происходит? Руслан? Да, Нияз. Почему ты говоришь мой текст, скажи, пожалуйста? А разве ты сегодня видишь? Да, я сегодня. Ты не видел, что ли? Нет. А я голосовал, смотрел. Ладно, дорогие друзья, на самом деле я хочу с удовольствием сказать, что в этом сезоне еще есть одна отличительная черта от предыдущих двух, что ведущих у нас будет тоже... Ну, два. В смысле тоже. Два ведущих у нас будет. Мы будем с Ниязом меняться. Один день буду я, другой день будет Нияз и так далее, и так далее. Поэтому любите Нияза. Он классный, он суперский. Можете любить меня чуть поменьше, чем Руслана, но, тем не менее, там лучше гадости не пишите, я расстроюсь. Да, дамы и господа, это наш еще один ведущий, Нияз Хайруллин, поэтому давайте мы там вот так вот. Со всеми рад заранее познакомиться. Что ж, ты продолжишь? Да, Нияз, а с тобой зрители увидятся уже 14 июля. Через неделю. Курыширбис. Все, спасибо огромное, Бигзур Ахмад, спасибо большое. Ну что, друзья, вот такие вот сюрпризы нас ожидают в этом сезоне. Итак, я предлагаю еще... У нас есть время, в общем-то, до голосования. Еще заходите, голосуйте ВКонтакте за классного исполнителя, за исполнителя, который понравился вам максимально больше, чем все остальные. Поэтому голосуйте, не упускайте такой шанс, не упускайте такую возможность. Все, друзья, я предлагаю еще разочек посмотреть все 10 выступлений всех 10 наших сегодняшних участников отборочного нашего первого этапа. А после этого мы вернемся, и уже здесь вновь появится наше жюри. Мы еще немножко пообщаемся и подведем итоги нашего сегодняшнего отборочного тура. Итак, дорогие друзья, еще раз внимание на экран, смотрим наших участников. Соня Ахмеджанова. Балам бел. Илен, телен, динен алмаштыра. Нилер күтә адам баласы. Аңла балам, сине үзең итеп, туган телең саклап каласың. Куштым сиңа сайлап Bas yanıma dert girmez mi canıma? Min de şıgıbim mi kendi bir bultırma?
көрсеңме яшьлек хисләремне, җырларыма кушып җырласам, каршы төшмәссеңме йөрәгеңне, мәхәббәтем белән чорнасам, минем белән тормыш сукмагыннан, риза булырсыңмы үтәргә? Җәүдәт дәр заман. Бөҗәкләр белән сөйләшү. Чикыр, чикыр, чикерткә. Син нәрсә чикертә? Син кебек малайлар тотарга чамалыйлар. Эй, кырмыска, кырмыска. Хәлләр нихәл тормышта? Тормыш ансы ярыйсы. Тик кай яктан карыйсы? Кайча курманга чыгып, өнемә таяк тагып, малайлар тоздыралар. Айлы түндә йолдызларны санап, сандугачлар сайраганын тыңлап, синең белән бергәләп җырлап, бик тиз атты таңнарда. Таң алдында бер йолдыз атылды, аңа безнең теләкләр кушылды. Әйтелмәгән серләрем ачылды, иң якты таңнарда. Ну что, дорогие друзья, вот мы и вернулись. Вы давайте еще раз поаплодируем всем нашим сегодняшним участникам. Спасибо им огромное за то, что они прислали свои конкурсные работы. Итак, друзья, сейчас мы хотим посмотреть клип нашего финалиста и нашего победителя второго сезона. Дим, твой клип мы будем смотреть сейчас, да? А у вас остается буквально еще пара минут до завершения голосования, поэтому, когда мы уже посмотрим клип, голосование, скорее всего, уже завершится. Итак, Дима... Мне представить надо? Да, представь свой клип, поехали. Ну что, друзья, представляю вам мой клип, который мы сняли успешно в том году, благодаря проекту Татарстар. Все, смотрим, друзья, приятного просмотра. Тонким ножом порезана моя в чужом окне весна, моя оборванность судьбы и города, где если мы когда-то встретимся опять, когда-то выйдем за буйки, все распадется, не собрать, не разобрать, не разбудить. Эй, не слышишь месседж мой, ну что ж, окей, пойми, не будет жизнь другой. Давай останемся с тобой, как раньше где-то, не вспоминая никогда про наше лето. Наш мир отныне стал совсем пустой. Бейби, спасай себя, не думай обо мне. Не наплевать, что там в твоей судьбе. Нет больше будущего на земле. Пойми, жизнь расставит светом маяки, и не сойдутся больше вновь пути. Забудь, прости. Где-то не спится кораблям, им не по нраву гулкий штиль. Каждый скиталец Нотр-Дам, а человеку сотни миль, чтобы под нами
натиском ночей, не придавать значения снам. Сможет ли девочка ручей заменить ту, что океан? Эй, не слышишь месседж мой, ну что ж, окей. Пойми, не будет жизнь другой. Давай останемся с тобой, как раньше где-то, не вспоминая никогда про наше лето. Наш мир отныне стал совсем пустой. Беги, спасай себя, не думай обо мне. Мне наплевать, что там в твоей судьбе. Нет больше будущего на земле. Пойми, жизнь расставит светом маяки, и не сойдутся больше вновь пути. Забудь, прости. Когда приходит о будущем мысли, не нужно искать в моем сердце пристани. Ты безумная, светлая, чистая. Ты никогда не видела смысла в них. Знаешь, все, что тогда казалось искренним, читать как старую книгу бессмысленно. Я никогда не услышу след «постой», и снова мир без тебя. Беги, спасай себя, не думай обо мне. Мне наплевать, что там в твоей судьбе. Нет больше будущего на земле. Пойми, жизнь расставит светом маяки, и не сойдутся больше вновь пути. Забудь, прости. Ну что, дорогие друзья, надо аплодировать, надо аплодировать. Елена, что скажете по поводу клипа? Нормальная ли локация у человека, костюм, все соответствует или нет? А вот здесь надо хвалить или как? Не знаю. Тут как хотите. Можно по исполнению сказать. Нет, вы знаете, я отношусь к той категории людей, которые в любой бочке меда найдет ложку дегтя. Давайте. Диме очень важно. Не, без проблем. Я легко. Ну, может быть, да, можете так. Не, на самом деле история началась все хорошо, но развития не было. Чисто по драматургии клипа, допустим, если бы я была клипмейкер, я бы ее развила тему, и как-то, когда клип строится всегда только на одном исполнителе, да, это хорошо, но сегодняшний рынок, он немножечко хочет более сегментов таких. Может быть, я бы добавила какого-то экшена. Так, видеопродюсера вы слышали, да? Вот. Я бы научился перед съемкой клипа, я бы научился зажигать зажигалку. Потому что... Ну что такое? Вот. До этого я ее вот так до этого, Руслан. Я бы ее зажигал вот так, а не вот так. Сама по себе песня интересная, музыкальный материал интересный, допустим, подача интересная, но есть вопросы по сведению. Сам по себе саундтрек сведен, есть вопросы по сведению. Да. По сведению вокала и сведению аудиодорожек минус. Как говорится, нет предела совершенства. Слышал, Артур? Нет, он есть. Он есть? Я всех сдам сейчас. Пока еще, да? При жизни он не бывает, это только потом. Это только потом. Да, ну, Дим, спасибо тебе огромное в любом случае. Да, спасибо. Мне все понравилось. В любом случае, большая работа, целых видно, что команда работала, огромная работа, это всегда так... Это впечатляюще всегда. Тоже смотрела технические части, то есть, мы тоже очень много снимали клипы, и я уже смотрю, и кино смотрю уже я по-другому, с другого ракурса, то есть, как это снимали, как он там лежал, что там, почему вот это, а как она течет, ну, то есть, вот эти все моменты. Клип на уровне сделан, прям с ногу со временем. Можно смело давать на РУ-ТВ и Муз-ТВ. Теперь осталось только найти деньги на ротацию. Да, найдите. Найдите. Можем... У тебя карта к номеру привязана? Да. Сейчас мы здесь пустим твой номер телефона. Пожалуйста, кому сколько не жалко, пожертвуйте. Задонатим. Задонатим, да. Ну ладно, хорошо. Слушайте, были участники, голосование закончено. Мы сейчас подводим итоги. Скоро у нас будет готова таблица уже с голосами зрителей, соответственно, с голосами, к которым приплюсовывались уже голоса жюри. Дим, давай так, смотри. Элеонора и Гузалим уже высказались по поводу сегодняшнего отборочного тура. От тебя мы не слышали только пока комментариев. Вообще, в принципе, в общем, как, что и так далее. Скажи.
Пожелание будет построено от лица участника прошлого проекта, то есть второго сезона. Хочу сказать, что если вы уверены в том, что вы победите, стоит подавать заявку на участие в любой конкурс, абсолютно. Если только есть тень сомнения о том, что вы достойны победы, это значит, что, скорее всего, вас не заметят или вы просто не сможете сделать так, чтобы вас заметили. Всем желаю больших побед, не только в конкурсе, но и в жизни. Ну и, конечно же, верьте в себя, будьте в творческом, хорошем смысле, еще раз повторю, наглыми, и тогда у вас все получится. Можно я 2 секунды Конечно, добавлю? можно, конечно. Вот смотрите, вот этот клип, который сейчас показали, да, это же мощнейшая мотивация для участников. Да. То есть я хочу сказать, что вот этот проект «Татарстар», он дает возможность исполнителю из любой точки мира сделать себя артистом. И неважно, с какой то точки стартовой начал, просто здесь работает, речь идет о том, что работает команда профессионалов, которая может тебе дать путевку в жизнь. Согласен. Я тут даже спорить не Замечательный буду. проект, просто к нему надо подходить посерьезнее. Спасибо. Ну, это участник. Да, вы же да. имеете в виду, не Участникам конкретно посерьезнее, мне. да, потому что вот Дима-то я знал, готовился, он полжизни готовился, чтобы Я помню этот финал, помните, Элеонора? Элеонора сидит и всем, ну, помнишь, Руслан? и всех гасит. Ну, назовем это так. То есть такая критика прям капитальная, но по делу, да, то есть с аргументами. И я такой сижу, а у меня выход, и я такой думаю, ну все, Не сейчас пойду. я что-то я сделаю не так и схлопочу, так скажем. Ну ничего, А у вышел, вас, прям не удивился такой даже. онлайн был, ну, вы говорите, выход. Нет, все Финал. было онлайн, но был. финал был живой. офлайн для жюри, то есть на сцене, но также Да. все это транслировалось в интернете. То есть мы уже выступали вживую там. На сцене, вживую. Да уж. Понятно. Какую песню ты пел еще, напомни, пожалуйста? It's My Life, It's Bon my Jovi. life. It's my life, baby. Ну да. Известная бонжовская песня. Бонжовская песня. А можно еще маленький Конечно. комментарий? Я перед тем, как прийти, у организатора спросила, сколько будет участников именно девушек. Я, если честно, думала онлайн, я думала, они здесь будут петь. Я не думала, что мы так сейчас будем смотреть Так. все онлайн. Я хотела принести подарки для девчонок от своих магазинов. Но так Так. как мне объяснили то, что они по всей России, и мы не сможем им как-то отправить, но все же, раз уж у меня была такая мысль подарить, я все-таки вообще не только для участников, вообще все, кто смотрел этот проект «Татарстар», хочу по промокоду именно «Татарстар», Так. то, что они могут заказать в моих магазинах, вот платки Гузелем Official у нас в Инстаграме, и вот эти платья, которые мы отшиваем под моим брендом, вы получите 10% скидку. Супер. А подожди, раз уж мы так... Только как девочки, его- да, могут? Подожди, Только пользуясь девочки, у случаем, меня только девичьи. пользуясь случаем, когда Гузалем не сможет нам отказать. Ага. Я тоже хочу платок для жены. Да-да-да. Да нет, ну я не для себя, не для жены. Давай, Нет, давай. я к тому, что, может быть, мы выберем, мы выберем одной или двух участниц, которые сегодня тебе понравились больше всего, и каким-то образом подарим им тоже. Может быть, отправим. Давайте. Да, конечно, С давайте. удовольствием. Сейчас уже, Я поставила поздно 2 пятерки, и как раз таки 2 девчонкам. Это была, которая стихотворение рассказывала, ага. 5 поставила, и последняя, И последняя, которая да, исполняла. всё. Да. Вот им Супер. давайте вот прям отправим. Все, класс, спасибо большое. Спасибо. Дима, а что-нибудь ты подаришь? Да, я тоже хотел тебя спросить, а ты что-нибудь подаришь? Все, итак, дамы и господа, результаты подведены. Предлагаю делать обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1 и внимание на экран. Вот они, вот наши результаты, дорогие друзья. Слева мы видим первая колоночка, это те баллы, которые нам выставили жюри. Соответственно, после этого мы видим баллы, которые участники набрали с помощью зрительского голосования. И суммарную итоговую... Забыл таблицу. Суммарный балл мы видим в третьем столбце. Итак, поэтому, если мне сейчас не откажет мое зрение... Итак, Максим, нет, пожалуйста, покажите нам еще разочек. Мы хотели бы прочитать наших 5 человек, которые, я так понимаю, проходят
дальше, проходит дальше. Это участница под номером 2 Зульфия Айтбакова. Она набрала 20 баллов в общей сложности. Участник номер 6 Муса Гаянов 20 баллов. Участница номер 7 Саида Дадажонова 20 баллов. Участница номер 8 Гульфия Назарова 21 балл. И участница номер 9 Ольга Мамина 25 баллов. Вот так вот, друзья, вот так вот эти люди, эти наши участники проходят в полуфинал. Друзья, если вы вдруг отсылали какую-то... Да, давайте поаплодируем, естественно. Если вы отсылали заявку, но сегодня вы не участвовали, не беспокойтесь, заявок много, но впереди еще 5 отборочных этапов, поэтому не переживайте, вы обязательно будете участвовать. И если вы вдруг смотрите нас и такие: вау, я же тоже могу, да? Вот. Учтите все наши пожелания по этому видео, чтобы это было прям хорошее конкурсное видео. Присылайте до 7 августа, у вас есть еще такая прекрасная возможность. Вот. Так что, друзья, спасибо вам огромное. Я хочу сказать спасибо огромное. Да. Победителей. Давайте, друзья, посмотрим тогда еще разочек всех наших сегодняшних победителей. Поехали. Ұшқыны ерек кетекінде ортақ таңнан сызылып атқаны яшілігімді жырға салған шақта Синерсе секірте. Синің кебек малайлар тотарға шамалайлар. Эй, кырмыска. Хәлләр нихәл? Canım, canakayım deyip tutatılır İrininden öpüp seni Yaratamayım deyip deşesim kiler Итак, друзья, мы только что посмотрели наших 5 участников, которые прошли в полуфинал. А вам, уважаемые зрители, я еще раз повторюсь, участвуйте, присылайте свои заявки до 7 августа, у вас есть еще такая прекрасная возможность. Ну что, спасибо огромное. Молодцы. Вам спасибо огромное, дорогие Тебе друзья. спасибо, Давайте Руслан. аплодировать. Успехов громко, всем. Да. Нам было очень приятно, что вы начали этот финал с нами. Я надеюсь, что кто-то из вас, может быть, присоединится к нам еще дальше, в каких-то отборочных полуфиналах, а может быть, в финале. Поэтому спасибо вам огромное еще разочек. Друзья, мы с вами увидимся через неделю. Ну как мы? Здесь уже будет другой ведущий, не я, мы его тоже видели в перерывчике. Поэтому еще разочек всем желаем удачи, старайтесь и становитесь настоящими звездами. Все, бегзу рахмет сизге, пока-пока, до свидания. Пока. Пока. Я финал сказал, да?